После выступления я пожаловалась другому офицеру, и он с такой ухмылкой ответил: «Ну вы же приехали нас развлекать, так развлекайте». Я работала музыкантом в Центральном доме армии. Мы ставили концерты на различных военных мероприятиях. И на одном из них один полковник домогался, пытался трогать, насильно пытался удерживать, а его коллеги-офицеры также пытались трогать и преграждали мне путь. Никто из солдатов, женщин военных не заступился, так как это был полковник. Даже наши командиры, которые отвечали за музыкантов, молча на это смотрели. Единственный, кто остановил, это мой коллега-певец Илья Зандаш. Но я по-любому написала заявление, и человек попросил у меня прощения. Итог, чему научила меня эта ситуация? Во-первых, ценить себя и работать там, где тебя ценят. Во-вторых, не быть заложником собственных принципов. Мой принцип был в том, чтобы отслужить своей родине. Но если это идет вразрез с твоей безопасностью, оно того не стоит. А служить своей родине как музыкант я могу хоть в Японии. Так что завершаю эту тему. Всем музыка.